Спасибо, что пришли. Сегодня много людей. Вот. И как и в тот раз тоже было много, и это очень круто. Вот. Впереди сидит Саша, которого я назвал Сергей, и теперь не могу себя простить за это. Он тебе тоже не может простить это. Вот. Это просто, это потому, что Сергей написал сценарий, и у меня как-то они соединились в голове, потому что я почему-то решил, что это один человек, и как-то у меня, короче, это я не прав, прости, пожалуйста. Это абсолютно моя вина. Короче, я решил, что пора, ну, то есть из того фидбэка, который был собран в прошлый раз, создалось впечатление, что люди не очень понимают, что происходит. Вот, поэтому я решил озвучить это конкретно, я вот себе записал, что нужно сказать. Да, Значит, Вов, я тебя еще перебил на секундочку. Да, ты сейчас это все озвучишь и расскажи крутую историю с Good Story. Вот так вот. ой, ну там пока я расскажу, ладно, хорошо, я расскажу. История Good Story в том, что мне позвонили Good Story, который проходил курсы, и попросили, ну, взять интервью, потому что они берут интервью у лучших выпускников, кто, короче, что. Вот, и мне тут написали, если ты пойдешь, я к тому говорю, что если ты пойдешь на эти курсы, вот, то тебе тоже может, ну, типа, тоже могут это предложить. И я пошел на эти курсы, и мне спросили, что, как дела? Я говорю, а я работаю с ребятами из Ижевска, которые снимают ужастик, и начинаю рассказывать им про наш проект. И там сидит эта девчонка, которая берет интервью, она такая, это интересно, ой, а можно мне держать в курсе? Я говорю, давайте мы будем так держать в курсе. Я вам скажу, значит, имя нашего продюсера, имя нашей студии, имя, короче, всего этого, вы это у себя опубликуете, короче. Вот. Он такой, ой, да, классно. Ну, потому что, видите, в чем дело, им прикольно, как бы они же со стороны идут образовательной сейчас, ну, как бы у них есть это образовательное направление. Им очень круто, что, типа, их ученики находят быстро работу. И плюс они хотят вас всех затащить на свои курсы, поэтому, типа, У них мы запроси там поговорили скидку просто. хорошо, и скоро вы... Да. Да, это, кстати, отличная идея. Я даже не буду спрашивать, они вынесут интервью и прям напрямую скажу, что дали скидку. Вов, расскажи для тех, кто не знает, что Вот. такое Good Story. Хорошо, Good Story — это одна из лучших там 2-3 компаний в России, которая делает сериалы зарубежного уровня. Ну, то есть у них есть такие проекты более консервативные по типу Ольги или Физрука, а у них и реальные пацаны это они делали. А есть проекты прям супер топовые по типу «Сладкой жизни», по типу «Звоните Ди Каприо», по типу «Территории». Вот это все они делали. И они учат людей за деньги ну, писать так. И вот как я сейчас работаю с вами, это все по их технологии. Ну, по крайней мере, то, насколько я это могу понять. Вот. И они типа очень заинтересованы в новых учениках, и я заинтересован в новых учениках. Вот. И так мы плавно подходим к истории о том, чем мы будем заниматься. Вот, вот я себе тут отметил, даже расписание написал. Я его сейчас могу скинуть в чат. Блин, тут 2 компа. Короче, ладно. Я скину вот в чат нам в наш рабочий чат по киношке. Пока Видите? Вова скидывает, я расскажу, что Вот, действительно вот Good такой Story план. снял крутой сериал «Территория». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Он снят в Перми, в городе Кудымкар. Также основан на мифологии. И это действительно, это интересно. Да, и значит, идея в чем? Я, собственно, сам, ну, преподавателем являюсь очень условно. Обычно я просто там читаю мастер-классы студентам. А здесь я работаю, ну, как сценарист, я пишу сценарий этого фильма. Но чтобы это все не было просто какое-то там мутное долбоебство, что и мне сказали, я написал. Вот, мы решили с Владом сделать это супер открытым проектом, записывать лекции, записывать аудио, проводить мастер-классы, чтобы вы, сами люди из Удмуртии, из Ижевска, после того, как я это проделаю у вас на глазах, у вас было, во-первых, наглядное пособие, как делать, какой-то чек-лист, что делать, вот, и как бы какое-то понимание того, как, ну, на что обращать внимание, когда вы это делаете. Поэтому я пишу сценарий и рассказываю, что я делаю, ну, то есть как я это делаю. Исходя из того, что вы говорите, исходя из того, что вы сами хотите, и потом вы можете это использовать, то есть это тоже такой как бы полумастер-класс, то есть я работаю, и при этом я работаю очень открыто, мне можно там вопросы задать, и плюс я решил, что я буду вписывать все, что вы мне, ну, сами напишите, я буду это вставлять в сценарий. И, ну, то есть заранее, чтобы это был не один, я там что-то намалевал. Вот уже Саша мне сцену целую подогнал с лосем. Вот, там лось. Посмотрел, видимо, игру на выживание, да? И
решил сделать похожее убийство. Не-не-не, я тебе Вот, просто дал значит, символов и план... основных. Да, мне очень понравилось. Я символы, да. просто... Мне очень все понравилось. Если там хочешь, я могу тебе потом по диалогам, когда приблизимся к диалогу, к сюжету поразбирать, ну, именно как по диалогам, как люди говорят. Но главное сейчас, то есть мне все очень круто, и я не знаю, сможем ли мы себе позволить медведя, но если сможем, то мы это вставим. Сможем. Вот. Или будем как в этом, как в «Защитниках», знаешь, тут в советском мультике, где медведь бегал. Вот, короче, да, я тут что-то пялюсь, я хочу озвучить, что у нас будет дальше. Сегодня у нас по плану, во-первых, разобрать историю Дары, которая мне прислала про сельский клуб, разобрать историю Саши, которая про медведя, вот, убийство в удмуртском стиле. Я расскажу, что в итоге мы будем писать. В принципе, я по моему опыту, и по самой системе, по которой я хочу работать, по идее, на идею должно было уйти очень много времени. Потому что в идее лежит все, на самом деле, сценарий очень легко написать. Сложно идею написать. Но поскольку я понимаю, что это все очень скучно, привет! Очень скучно смотреть, как я сижу и 3 слова переставляю в разные стороны, то я решил сегодня с идеей закончить. И на следующей неделе, в воскресенье, мы будем разбирать персонажа, как написать персонажа, чек-лист персонажа, что в нем должно быть, чтобы он работал. Отличный у нас с Сашей был разговор вчера, когда мы обсуждали, должна ли быть у персонажа убеждение. Можем мы сегодня тоже поболтать об этом. 21 марта мы разбираем историю такую. Мы разбираем персонажа, но уже не его самого, а мир персонажа. И каким образом другие герои истории влияют на самого персонажа. То есть антагонист, резонер, ложный друг, вот это все. Потом 28 марта, уже в конце месяца, мы переходим к сюжету. Но пока что сюжет будет только путь героя. Все слушали 2-й раунд Оксимирона, все читали «Тысячеликий герой». Разбираем путь героя. Путь героя состоит из 5 пунктов. Вот. Так что, вроде мы должны с этим справиться. 4 апреля мы начинаем писать уже саму историю, сам сценарий. Он будет называться «Сюжет. Когда и кто умрет». Вот. То есть мы создадим 21-го мир персонажа, а 24-го будем их убивать все жестоко и, ужасно. 11 апреля пишем поэпизодник, где локация, действия, способы убийства. 18 апреля разбираем вопрос, как будем делать из поэпизодника диалоги. И 25 апреля будет первый драфт, черновой готовый сценарий и правки к нему уже дальше, как пойдет, сколько нам они понадобится, столько будем писать. То есть у меня по плану закончить эту историю к 20, то есть первый драфт сценария будет 25 апреля. Если будем все живы, вот я сегодня простыл, у меня горло немного болит. Вот. То есть, в принципе, к маю я планирую сделать сценарий, то есть у нас уже будет тот текст, который мы можем показывать продюсерам, носиться с ним по всем, инстанциям, плюс будет там заявка какую-нибудь напишем. Вот. И, в принципе, уже можно начинать готовиться к съемкам, если у вас все готово. Но, естественно, параллельно будем править, вносить какие-то изменения уже ввиду постановочного процесса. То есть вот такой у меня план. За 2 месяца проскочим галопом по всей работе, и уже к маю будет у нас сценарий готовый. Что я предлагаю, собственно, вам, людям, которые приходят меня послушать, за что я безумно благодарен. Для меня это абсолютно новый опыт, потому что, я привык к тому, что студенты, им интересно, потому что они, такие студенты, им все интересно. И что взрослые, осознанные люди в этом участвуют и верят в этот проект. Я очень рад и горд. И, для меня было уже интересно, когда на этом был просто я, Влад, Сережа, и мы сидели и дарили, и все сидели такие: ой, классно, мы сейчас делаем. А когда у нас уже удвоилось количество, если мы каждую неделю будем удваиваем количество, то мы к маю вообще уже у нас будет Голливуд. Вот. И план какой у нас был с Владом? Что я не просто пишу сценарий, который вы потом снимаете, и мы все вместе работаем над ним, а я даю вам конкретную методичку, по которой вы потом, когда мы снимем этот фильм, и вы будете делать дальше свои картины, в котором будет, авторы сценария вы сами, и которые вам как понравится, у вас будет перед глазами просто в кино нашем конкретно просто мои получается 8, 10 лекций, как я делаю идею.
И когда вы сами будете ее делать, вы просто сами посмотрите так, а вот тут это делается так, и сможете сделать это сами, и вам я не понадоблюсь. Вот, хотя я буду типа за вас болеть, там, вам помогать всячески дальше. Вот такой у нас был план. И мы ему действуем. Значит, из удобства. Я понял, что мне неудобно читать лекции по Zoom. Меня ужасно выматывает этот формат, потому что я очень закладываюсь эмоционально всегда. И когда ты сидишь, и ты не в живой аудитории, это очень тяжело. Но когда я вот сижу, вот я записал лекцию специально для вас, как я работаю над идеей, и для меня это очень удобно. Потому что, во-первых, идет работа, голова включается. Вот я сначала сомневался, были какие-то оговорки, экония, потом все пошло хорошо, и я решил, что это будет лучше всего. И просто каждую неделю, допустим, в среду я буду записывать, ну, там уже что у меня есть, как я что делаю. Следующее будет про то, как превратить идею в персонаж. Вот то, о чем мы говорили с Сашей, про то, что должно быть в персонаже. Пройдемся по чек-листу, будет ромашка. Ромашку я Владу скинул, я думаю, что в группе это все можно выложить. И вот следующее будет про персонажа, дальше так и пойдем. Я буду писать просто, записывать, может, 1-2 лекции в неделю, потому что больше я понимаю, что все заняты, времени нет. И просто будем смотреть, как это работает, потом вам понадобится, не понадобится, будете сами решать. Вот, и тогда у нас к маю будет уже сценарий. Ну, я в этом уверен, потому что я быстро пишу, на самом деле. Дольше всего именно вот разобраться с идеей. Идея у нас сейчас вот такая. Сейчас я тоже скину ее. В общем, я хорошо подумал. Кто лекцию видел, поднимите руку, пожалуйста. Я видел. Никто не видел. Все, вот раз, два, класс, 3. О, все, супер, все видели. Значит, когда мы думали об этом, я остановился на том, что антагонистом должен быть маньяк, который и был в истории Сережи. Потому что, да, вот это теперь Сережа. Что там должен быть антагонист, маньяк, как в истории Сережи. И он должен противостоять главной героине, олицетворять свою темную сторону народности. Но когда я подумал, главная у меня претензия и главные мои сомнения относительно вот этого сценария, кто его читал, не знаю, назывался «Полисмурт», рассказывал про группу молодых киношников, которые приехали в Удмуртию, чтобы снимать документальный фильм о, значит, бродящем в лесу вот этом мифическом существе, с которым девушка сталкивалась в детстве. И меня смутило сразу 2 момента, и я их попытался исправить. Главный момент был в том, что я не понимаю, почему люди настолько заморочены съемкой видео. То есть, да, мы все киношные люди, мы все любим камеру, мы все любим все снимать, но по факту, на самом деле, для человека, съемка в кино – это никогда не самое важное. Сейчас объясню, что я имею в виду. Это карьера для нее самое важное. То есть для героини важно снять фильм, чтобы ее не уволили, чтобы она получила повышение. Потому что она просто любит кино. Потому что это разные интенции, разные действия. По истории было ощущение, что она хочет снять, что оно как-то само происходит. То есть нет у героя желания. У героя должно быть желание. И я отказался от идеи, что история про видеосъемку, потому что я не мог понять, что движет героем. И сколько я не подкладывал туда что-то, все время получалось, что она либо карьеристка, либо ей жизнь недорога. Потому что, пойди просто в соседний московский лес, сними пень, это и дешевле будет, и твой работодатель тебя не будет гнобить, что ты все на командировку спустил. То есть в этом смысла не было, я его не увидел. Вторая вот эта штука про битву экстрасенсов, что рассказывали, что приехали, не смогли выйти. Да, что на основе этой истории родилась эта штука, это уже что-то более интересное. Но опять же, это, во-первых, на игру выживания похоже. Вот. А во-вторых, я, честно говоря, не понимал, куда это развивать дальше. И на Диггеров еще. Был такой ужастик, где пошли в подземелье, тоже экстрасенсы, и стали там, значит, их всех выпилили. Вот. А мне хотелось чего-то более народного, и я вспомнил народный фильм «Горько», «Горько 2», и подумал, что да, что традиции народа лучше всего передает, как свадьба, похороны. Вот. Просто это те наследия язычества, которые у нас остаются. Поскольку свадьба у нас не комедия, то я решил оставить похороны. Вот. И для моей идеи, для моего персонажа это очень хорошо подошло, потому что она изгой, она с семьей своей не дружит, но в таком случае должна собраться. И мне показалось, что будет классно,
если москвичка, ну, москвичка, которая удмуртского происхождения, приедет на похороны отца, с которым она не ладила, но во время и после похорон начнет происходить какая-то адская сущность, какие-то мистические силы выходят из-под контроля, начинают их всех гнобить. Вот. И у меня хорошо это легло на антагониста. Потому что я подумал, что хорошо бы, да, что был вот шаман, отец, у него были силы сдерживать эту силу, лесную условно силу, и вот антагонист пришел, когда он умер. Вот. Плюс мне показалось удачным, что можно впихнуть в эту историю, во-первых, много моментов жутких, самих по себе не очень приятных, во-вторых, это очень национально, и можно много, вот я попросил Даррелли подогнать мне кучу историй про похорон, и про то, что там, где, как происходит, и как это все у удмуртов делается. Вот. Причем можно углубиться реально далеко, потому что все поверят, потому что похороны – это древний обряд, мы его никогда не меняем. Ну и в-третьих, смерть, ужасы, все такое. Но главное, я задавался вопросом, где взять вот эти классические типажи ужастиков, там мажор, тупая баба, там смельчак, там еще что-то, мужик. Я думал, куда их впихать, если это просто история про семью. И понял, что очень даже можно легко, потому что если отец был шаманом, то очевидно, что к нему обращались люди за помощью. Как мы обсуждали на прошлом занятии про мистику, про то, зачем люди к этому идут. И я понял, что тупая инстабаба и крутой мажор, который зарабатывает деньги, вполне могли быть клиентами его, как экстрасенса, как шамана, участвовать в его каких-то причащаться к его силам, как священник уходит. Вот. И они могут быть и из Москвы, и откуда угодно. То есть это дает мне большой ореол. И вот у нас есть удмуртская классическая семья, у нас есть какие-то московские странные люди, у нас есть какие-то просто городские ребята. И можно взять огромный срез, потому что сейчас все ходят к экстрасенсам, все ходят к священникам, к шаманам. Это все развитие очень модно и круто. И все по этому поводу их очень можно легко убить. И главное, у них у всех этих людей есть мотивация, чтобы оставаться там, несмотря на страх. А это мотивация потерять все это. То есть если инстадива, там у нее был какой-то амулет, который ей помогал получать подписчиков, а вот теперь он умер, она не хочет это потерять, она будет до конца за это бороться, потом ей выпилили голову, там отрезали. Вот. Мне показалось, что это классно. И, то есть это классный сеттинг, похороны такого мистического, странного, пугающего, значит, шамана удмуртского, и персонаж, его дочь, которая такая вся на отрицалове отца, современная девушка, сбежавшая из дома, тоже бездетная, вот, ведет столичный образ жизни, ходит там к психологу, у нее депрессия, оставил историю с тем, что случилось что-то в лесу в ее детстве. Я считаю, что она должна была брата потерять, потому что это страшнее, чем подругу, и ближе, и понятно, почему она сбежала. Чувство вины, с одной стороны, страх перед отцом, который все это в ней потакал. Но могло ли быть, что это жертва, что брат это был жертвой, чтобы отец получил эти силы? Вот, я думаю, что это был бы неплохой поворот для истории. Вот, что отец, как Авраам, да, отдал своего сына за какую-то силу. И мне очень близка тема женского эмпауэрмента и вот эта вся вообще женская власть. И то, что вот этот страх, то есть моя мысль в том, что вот эта сила шамана, которая дает там деньги, преуспевание и защиту, с одной стороны, а с другой стороны, вот это чудовище из леса, от которого ты должен охранять, это на самом деле одно и то же. И мне бы хотелось героя, опять же, и возвращаемся к высказыванию «не сдавайся, не молчи», мне хотелось бы героя, который разорвет этот порочный круг между ужасом и необходимостью строгого отца. Это одно и то же. Нет строгого отца, нет власти, нет ужаса. Вот такая у меня идея. Вот в целом я скину оформленную ее в чат, когда дойдет. Вот, да. Вот это очень круто. Сейчас прям мне прислали. Спасибо. Я вижу, что ты пишешь. Да, значит, мы это еще обсуждаем все. Про то, что это. То есть сейчас на уровне идеи для меня важен сеттинг, и мне важно, что герой будет хотеть. И мне понятно, чего хочет герой, если отец умирает и начинается твориться какая-то херня. Она спасает семью,
есть понятное желание, есть ради чего рисковать, есть ради чего бороться, и это то, что сейчас только важно. То есть сейчас, опять же, я не беру никакой конкретики, мне нужна максимально абстрактная ситуация, в которой есть герой, который находится в зоне комфорта, ну, есть у него какие-то внутренние переживания, понятно, чувство вины, страхи, но он находится в зоне комфорта. Дальше происходит fish out of the water, вот Саша знает, что это такое, это когда герой, который привык к какому-то одному месту, попадает в другое место, в другие обстоятельства, начинает в них обживаться. И это здесь как раз и происходит. Девушка из Москвы, которая, то есть, опять же, нам в ней соединено что? В ней она понятна, с одной стороны, современным любителям ужасов, как у меня отца написано, 20-40 лет МЖ любители ужасов. Это будет понятный образ. А с другой стороны, она коренная удмуртка, что понятно нашей второй целевой аудитории. Вот. И у нее сталкивается с проблемой, которая будет понятна любому человеку, смерть близкого, ужасы по этому поводу. Вот. Так, это то, что я придумал. То, с чем сейчас я буду работать, давайте мы это обсудим, кто что думает, и двинемся дальше. Я замолчал. Саша. Знаешь, я пока... Ну, у меня единственная мысль, которая возникла, может быть, в дополнение к этой истории, что у удмуртов существует градация шаманов, да, есть там разные ранги, да, то есть Туно, ну, здесь Алена мне поможет, наверное. Ты, собственно, об этом же. Давайте, кто знает, рассказывайте прям сходу. И просто мне кажется, что если ты все-таки хочешь, ну, как персонифицировать антагониста, то он может, ну, претендовать, да, на что-то, на какую-то власть, на желание как бы занять место покойного и сталкивается с преградой в виде дочери, которая прибывает, например. Ну, то есть в этом смысле, да, столкновение мужского и женского, ну, как-то, может быть, это можно использовать. Пока у меня не доформулирована мысль, вот просто то, что появилось в процессе твоего повествования. Кто-нибудь расскажет про градацию? Да, по поводу шаманов, смотри, вот тут тоже такая штука есть, потому что лично я не знаю, есть ли у удмуртов такое, но есть жрецы, которые тоже приносили жертвоприношения. Правильно говорю? Давайте я вам передам. Ну, я насколько понял по литературе, что жрецы – это выбранная должность, типа как протестантские священники, что выбирался жрец, или это глава семьи, либо он выбирается общий на собрании. Я правильно понимаю, Дара? Да, он выбирается, просто сейчас жрецов почти не осталось, поэтому я видела и слышала, что от отца к сыну тоже может передаваться, поэтому это нормально. То есть тут надо поизучать. Единственный момент, жрецы в чистом виде сейчас в Удмуртии сохранились буквально в паре деревень. Наверное, это Кузибаево на самом юге, это вот Агрызский район, Татарстан. То есть, в принципе, жрецов таких настоящих уже не осталось. Все, что касается каких-то современных жрецов, это уже немного искусственная тема, когда заново это все как бы пытаются возродить. Но другое дело, что вот это вот знахарь Тунопелё, да, это все еще есть. Это как бы что-то такое непонятное еще более. Но когда люди, дедушки, например, могут лечить. Я сама ездила к одному деду в баню. Он прям пытался меня лечить. Это очень интересный момент. Да, давай, пожалуйста, все, что есть, скинь мне, пожалуйста. Я просто реально не знаю, где искать. Я основываю свои мысли на литературе прошедших эпох. Если у тебя есть, прям просто скидывай все, что есть по этой теме. Я буду изучать, смотреть. Вот, потому что сейчас у меня нет конкретики пока, это плохо, и я очень жду от вас помощи. Я, знаешь, хотел у тебя уточнить, Володь, Давай. момент все-таки, с образом злой силы антагониста. То есть ты ее хочешь персонифицировать, или она у тебя будет, некая абстрактная сила, такая запредельная? Вот, сейчас это очень хороший вопрос. Я сам о нем думаю. Значит, у него есть два аспекта. С одной стороны, я вот заморочился на этой неделе и пересмотрел все ужастики, до каких смог дотянуться на русском языке, включая даже Юленьку, и это было жестоко. Это был настоящий ужас.
И потом я уже под конец, чтобы заесть, я решил принципиально не смотреть зарубежное что-то странное, потому что я знаю, что мы в России снимаем, и нужно исходить из того, что есть. Вот. Я вот еще думаю, посмотреть, Влад мне обещал скинуть каких-нибудь южноафриканских странных ужастиков, это будет интересно. Вот. Значит, и потом я посмотрел у Defriended, у «Братьев с друзей», беконбетовский ужастик. Ну вот это был первый раз, когда я испугался. Ну то есть, да, действительно, почему-то у нас вот что-то не идет. Вот. А у нас всегда, то есть я специально то, что смотрел наши, чтобы понять, как вообще наш зритель увидит вот то, что мы делаем, что он вообще захочет там увидеть. И заметил, что там всегда эта сила, она такая очень условная. То есть она то ли работает, это как с «Пиковой дамой», то ли будет, то ли не будет. Ну, то есть как бы нет какого-то конкретного выхода для героя. И это один момент, что она дико деперсонифицирована. Деперсонализирована. А с другой стороны, момент какой, что сейчас, вот опять же, почему я так акцентируюсь на технологии, на схеме. Потому что на этом этапе мне это даже не нужно знать. Вот такой странный ответ будет. То есть мне сейчас, на этапе, на котором я сейчас нахожусь, ничего об антагонисте вообще знать не надо. Кроме того, что мне нужно понимать, с чем должен бороться герой. Или за что. А поскольку я понял, что бороться он будет за семью, то дальше, то есть почему? Тут есть хитрый момент. Вот мы с Сережей тоже раз говорили. Классный вопрос, как всегда. Блять, прости, Саша, это просто какая-то паника. Я просто не могу, я вижу твое лицо. Сарказм. Что-то тут не пишет, извините. Окей. Вот, все, не пишет. Вот, сейчас на чем строится, вот опять мы там обсуждали как раз с девчонкой, которая была на интервью, на чем все строится? На том, что ты все время пляшешь от героя. Я сейчас очень много чего про своего героя не знаю. То, что я узнаю на следующей неделе, когда буду писать героя. Антагонизм и страх сам по себе, вот хороший пример, это будет наш ужастик versus американский ужастик, вот у «Братьев с друзей». Потому что сценаристы, американцы. В наших ужастиках главное, вот давайте мы здесь страшно сделаем, и вот тут будет дверь скрипеть, тут будет рука ломаться, тут какая-то сущность вылезет из зеркала. А в ужастике-то бекмамбетовском там по-другому сделано. Там есть герой, у которого есть тайна. Она изменила своему парню, и она сдала свою подругу, довела ее до самоубийства, выложив видео в сеть. И путь героя заключается в том, что она должна признаться в том, что она это сделала. Но мы этого не знаем, но по ходу мы начинаем догадываться, что там нечисто. И таинственная сущность убивает всех ее друзей, пока она, наконец, сама не признается под угрозой смерти. И вот она как бы свой путь прошла. Но конкретные способы убийства друзей не имеют значения на этом этапе. Я специально вас просил придумывать что-нибудь, добавлять что-то, потому что я потом это просто вставлю туда. Мне сейчас, я не придумываю это на этом этапе. Я придумываю на этапе, что я хочу сказать и в каких обстоятельствах находится мой герой. Причем максимально обширно, чтобы потом я мог бы добавлять это уже в сценарий, в текст дальше. Сейчас, то есть антагонист, таинственная сущность, персонификация, персонализация. Она придумывается после героя. Вот мы придумали идею, так, у нас есть похороны, у нас есть девушка, понятно, все, более-менее поняли где. Может, это деревня, может быть, это полудеревня. То есть я уже явно не город, но, может быть, и не прям совсем глухая деревня. Это можно подумать, опять же, видите, оказывается, есть градация шаманов. Сейчас нужно разобраться мне, какие там бывают градации и кто мой шаман. Видишь, ты просто в начале своего повествования упомянул некоего маньяка, да, и сказал, что я это оставляю, поэтому этот вопрос возник, да. Вот сейчас ты уточнил, окей. То есть понятно, как ты видишь процесс. Когда я не знаю ответа, я сначала первым образом обращаюсь к сценарию, по которому меня позвали, собственно, работать. И там был маньяк.
И если я не знаю ответа, я сначала думаю, так, сначала я попробую, как сделано, как уже было. А там был маньяк, и он всем втыкал осиновые колы в голову. И если у меня ничего нет, я не знаю, что сказать, допустим, я проверяю сначала, ага, маньяк, пока что там моей идее маньяк не противоречит. А при этом давай второй вопрос тогда, исходя из этого. Концепция полусмурта, ты ее как бы тоже отодвигаешь или тебе пока непонятно, использовать это или нет? Я почему спрашиваю? Потому что здесь и сущность, и как бы и персонаж основной, они могут, исходя из этого, ну вот половиниться, да, то есть это может быть и вселение какое-то, да, то есть ты сегодня один, а завтра другой. То есть тебя половинит. Да, то есть сейчас концепция полусмурта в сценарии была той, что это злой дух, который появляется перед бедой. И он им везде мерещится, героям, а потом на них нападает маньяк. Вот такая была концепция в сценарии. Мне кажется, что полусмурт, это, во-первых, это в любом случае он будет, но я пока не знаю, он то ли будет, то есть и мне казалось, у меня мысль такая, вот, ну знаешь, такая общая, абстрактная, литературная была в том, что полусмурт это и есть вот то, что я говорил. С одной стороны, вот страх, царство мертвых, да, то есть это получеловек, один мертвый, второй живой, мертвого мы не видим, поэтому он получеловек. Что с одной стороны есть вот живой человек-маньяк, это полчеловека, а с другой стороны есть мертвый отец, это вторая половина этого же человека, это одна сущность. Извини, я сразу же помнишь, я уточню. А тебе не кажется, что, ну, собственно, вот эта вот половина, ну, например, если ты все-таки придерживаешься сохранения персонажа, что есть, ну, как бы жизнь, есть смерть, да, вот шаман умирает, он уходит куда-то как бы в мир мертвых. То есть можем ли мы таким образом, ну, эту грань как бы нарушать, да, то есть вот его смерть, она является либо открытой дверью какой-то, которую надо закрыть, ну, еще чем-то. То есть он фактически уходит, ну, в другую половину. То есть вот этот вот антагонизм, противоречие, дуализм, как хочешь назови, он заключается как раз в этой системе координат. То есть есть мир мертвых, есть мир живых. Есть человек, который обладает определенными силами, позволяющими менять что-то в мире живых, но он умирает, уходит в мир мертвых, и что-то, ну, это должно спровоцировать. Пока не знаю тоже, что. Но вот эта половинчатость, она здесь присутствует. Да, но когда я тебе ответил на вопрос, я подумал, что в моей идее эта половинчатость присутствует. Именно в этом, то есть в этом идея. Я как понял концепцию полусмурта, она вот, ну, по пропу, по крайней мере, что это баба-яга костяная нога, это то есть одной ногой ты в царстве живых, другой в царстве мертвых. Но вот мурская мифология национальная, оно преобразилось как такое прямое располовинивание. Опять же, Один, а у него один глаз, вот я сегодня американских богов смотрел. Да. То есть эта концепция, она очень древняя, видимо, она древнее, чем мир, и там древнее цивилизации. И там все эти древние мифы про то, что там змея, вот. То есть, да, это так и есть. Мне кажется, что то, что ты говоришь, это абсолютно, это то, что я и хочу сделать. Вот. Другое дело, что я пока не очень понимаю, как это сделать конкретно. А чтобы понять, как это сделать конкретно, мне нужно понять, какой у меня персонаж и какой путь он должен пройти. Потому что для каких-то вещей, например, было бы лучше, если бы это условный отец зомби был. Он умер, но умер не до конца, и теперь находится за дочерью. Может быть это. Может быть, это какой-то вот этот вот чувак, который еще могущественнее отца, у которого с ним договор, что если отдашь мне сына, то я больше твоих не трону. Может быть так. Может быть, это действительно какая-то супермистическая сущность, как пиковая дама, и что он действительно это все сдерживал, теперь оно все рухнуло, и вот этот дух врывается в деревню и начинает всех мочить. Может быть. У меня будет ответ на этот вопрос, 28 марта точно. Вот. Сейчас пока не точно. Сейчас нет, давайте обсуждать. Прям супер круто. Блин, спасибо, ребята, это так круто. Мне Дарья накидала каких-то ссылок.
Вообще офигенно. Саша мне закидывает идеи. Закидывать Слушай, еще. Я пока Давайте, твою ребят. лекцию смотрела лекцию, я на каком-то моменте остановилась, не успела дальше досмотреть до серединки. И у меня возникло ощущение, что ты имел в виду, что вот этот маньяк, герой, да, это как раз-таки ее младший брат. Или я что-то не то поняла? Значит, да, вот тут ты все правильно поняла. Когда я писал еще, записывал это видео, я думал, что эта сущность связана с младшим братом. Потому что, как я уже говорил, культура Удмуртии, мне кажется, культура младшего брата, тема братства, сестринства вообще, мне кажется, очень актуальной для этой истории. Но потом я подумал, что будет надо, ну что мне сейчас для истории удобнее сделать, что она средняя сестра, что есть старший брат, наследник отца, которого, значит, старший, любимый, есть она, средняя сестра, есть младший брат, которого она в лесу проебал. И что я хотел сделать, что она осталась из-за брата, но потом я сел думать, вот я даже себе тут записал это, как вам объяснить, почему я это... Видишь, спасибо, что ты задала этот вопрос. Вот, я решил, что идея с вернувшимся братом не совсем для фильма ужасов. Что, типа, это не страшно. Потому что брат младший – это хорошо, даже если он зомби. Это любимый, милый брат, которого ты давно потеряла. И как бы это в любом случае будет эмоция скорее такая жалостливо. Ну вот как помнишь в «Ходячих мертвецах» во 2 сезоне с девочкой из амбара. Это не получается этим испугать, это не страшно, это душераздирающе. Даже если Это он всех убивает там. даже если он всех убивает, это все равно твой любимый братик. И я подумал о том, что если это убивает любимый братик, то высказывание будет не такое. То есть высказывание у меня жизнеутверждающий женский empowerment, а младший братик это все равно будет типа, это будет не про то. То есть сопротивление, то есть младший братик, он всегда заведомо кажется слабее. Заведомое ощущение от младшего брата, что он слабее. А мне нужно для моей цели, для моей идеи в том, чтобы это было что-то могущественнее, чем герой. А могущественнее, чем герой, это отец или старший брат. Поэтому я подумал, что пусть младший брат будет. Я даже думаю, что, может быть, он там где-то и будет. Я просто пока не пойму, как его в эту историю вписать, с какой стороны, как его сделать страшным. Либо младший брат есть маньяк, почему нет? Сейчас он его в лесу просто бросил, отец, и там вот он бродит. Может быть, не знаю, почему нет. То есть пока что нет такого отрицания, что нет. Но изначально, когда я записывал это видео, я хотел строить историю на младшем брате, на том, что она вернулась, когда он там каким-то призраком или зомби, или человеком появился, и она пытается его спасти. Но это мне показалось, я уже когда подумал, посмотрел еще ужастики, я понял, что ужастик должен описываться очень просто. Что когда я пытаюсь рассказать историю про младшего брата, у меня, то есть я вот пришел бы, мне продюсер сказал, о чем у тебя история? Я такой, знаешь, вот младший брат, он пришел, потом она пришла. Я понял, что это не будет убедительно. И я вот попробовал как раз на Good Stories-ском интервью, я сказал, у меня история о том, что девушка-удмуртка приезжает на похороны своего отца-шамана. И таинственная сущность начинает херачить всю ее семью. И да, это понятно. То есть, как бы, я просто понял, что более с точки зрения жанра будет, если это будет отец или старший брат. Вот. Ответил на вопрос? Да, и я не знаю, мы сейчас вот прямо обсуждаем, или есть какой-то регламент? Или вот все мысли, какие есть, мы их высказываем? Я предлагаю все мысли высказываем, ребят, потому что все ваши мысли, и Влад тоже. Я написала тебе ее тоже по поводу слабости этой героини. Я подумала, что она должна стыдиться прям очень сильно. Она должна испытывать некий стыд от того, что она, если мы говорим, что она дочь знахаря, да, или дочь жреца, то есть она от этого мира убежала и уехала аж так далеко в Москву, чтобы вообще не сталкиваться с этим, несовременным, скажем, да, что она часть вот этого мира, не актуального уже. Вот, поэтому, как бы, наверное, вот слабость в этом стыде, в каком-то неприятии себя, что ли. Да, про слабость еще поговорим. Да, это там по технологии, по которой я работаю, там такой слабость не совсем так оформляется, но это очень круто, спасибо. Я это обязательно ставлю. Соответственно, у меня еще такой, как бы, всплывает, не знаю, антиобраз,
такого очень сильно удмурта, может быть, это как раз либо старший брат, либо кто-то еще из этой Давай. как бы компании, который, наоборот, супер гордится как бы своей удмуртскостью. Он там, не знаю, дровосек, лесоруб, какой-нибудь предколхоза. И он как бы, ну вот на этой земле там сидит и не уезжает, и вообще никогда не уезжал, там дальше Ижевска, да. То есть такой антипод, когда человек очень сильно, ну как бы капсулировался. Я просто знаю, что этот такой типаж, он тоже в удмуртском мире очень сильный, и иногда он как бы вот слабость в том, что такой вот человек, да, мужчина, как правило, не хочет выходить за рамки удмуртского мира, и то он в этом тоже уязвим. Ну и ходит он только на спектакли удмуртского театра, например, и вообще не ходит на другие спектакли никогда. Очень круто. Давайте еще дискотеки. Это прям... И дискотеки кто Мы никогда. прям Все, его потолок, вот, ну, он в квадратике. Дальше он не выходит. Очень круто. Мы прям как раз, это как раз вот то, что 21 марта мы будем изучать персонаж и мир персонажа. Ты очень правильно поняла, что на каждое качество героя должен быть антагонист. Класс. И если речь о удмуртском зрителе, то для него вот такой персонаж прям очень понятный будет. И, возможно, даже он будет сопереживать такому персонажу. Я думаю, что это действительно старший брат. Вот сейчас, по-моему, это описание как раз вот его, который гордится, что у меня вот отец там всех нагибал, я сейчас сам всех буду. Это, по-моему, очень здорово и классно, и это обязательно вставляем тоже. Так, вставили, значит, Сашину градацию шамана претендует на власть, вставили дар или стыд и удмурт, супер удмурт. Кого еще вставим, кого еще идеи? У нас, кстати, Накидывай. сегодня есть новые люди, может быть, мы познакомимся. Да? Давай, Я вот Вова. предлагаю с вас начать. Тебе видно? Да, мне видно. Я Рима Николаева, актриса Национального театра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как приятно, спасибо. Ну, у меня еще Что есть пришли? увлечение, я пишу О, отлично. детей. В основном, ну, сценарии, есть одну пьесу поставили. Ну, драматургией тоже немножко занимаюсь. Замечательно. А вы скинете мне какие-нибудь свои сказки почитать? Только страшные. Хорошо. Хорошо. Ну вот меня можно найти ВКонтакте, в Телеграме, в WhatsApp, я обитаю. Ну, есть у меня одна сказка, хорошо. А давайте мы вас сделаем какой-нибудь злой волшебницей в нашем фильме. В общем, я на себя беру эту задачу, я сведу вас ВКонтакте, хорошо? Ну, бабок-ежик я много играла в театре, так что... А мы вам сделаем бабку-неёжку. Мы вам дадим бензопилу и будем расчленять кого-нибудь. А, с удовольствием. Я не знаю, ты не смотрел, наверное, наш второй фильм «Пускар»? Вот там, кстати, тоже играет персонажа директора школы. Короче, это супер круто. Давайте свою сказку, какая вам нравится и какая самая страшная. Мы вам выпилим специальную роль, будете кого-нибудь убивать, будете матерью героини, например. Что-нибудь придумаем? Ну, я Вообще не круто. знаю, понравится или нет. Это сказка по пьеса. Пьеса небольшая для детей по мотивам удмуртских сказок. Там есть и Нюлесмурт, Вумурт, вы про них знаете, да? Леший, Водяной. Обда у нас есть. Я люблю вулмуртов. Я такой за них всегда болею. Их все время обманывают все, и все их все время топят, и это как-то так грустно. Я за них всегда переживаю. Как они там бедненькие на дне морском? Ну вот так, ребят, посещая наши лекции, можно сразу же это претендовать практически на роль. Да, в смысле, прям просто приходишь, говоришь, хочу роль. Давай. Да, все. Те кого? Я уже забила. Все. Я бы вам хотел еще задать такой вопрос. Вот максимально быстро можете ответить? Что бы испугало москвича, который не знает в удмуртской культуре ничего, в удмуртской мифологии? Страшный персонаж или какая-то страшная быстрая история? Этот Паласмурт, скажем, живет в лесу. Это призракоподобное. Ну, я вот лично сама не видела, но видела моя сестра. Это на самом деле есть. Моя подруга. Они очень большие, высокие. И как вот рассказывают, говорит, волосы, говорит, поднимаются. Спасибо. Сразу же, Вов, запиши себе, что у нас уже есть, что персонаж, он высокий, и волосы дыбом. Персонаж, он одноглазый.
Палесмурт, ну, в переводе как половинчатый человек. Но очень много историй одного мальчика, который потерялся в лесу, это быль. Вдруг, говорит, появляется папа, какой-то большой, дней через 5, он столько блуждал, этого мальчика не могли найти в большом лесу. Появляется папа, я, говорит, сплю под деревом каким-то, говорит, вставай, поднимайся, пошли домой. И я, говорит, хочу схватиться за его руку, а он, говорит, руку не дает. И такими, говорит, ну, большими шагами идет. Я, говорит, бегу за ним. И этот человек-призрак вывел ребенка к людям. А потом... Тогда это не Улесмурт. Нет, Палесмурт. Именно Палесмурт, который большой, высокий и свою руку не дает. А я думал, это не Улесмурт. Ну, вот вообще считается, что они очень много помогают, кто вот заблудился в лесу, они очень многих выводят, много таких историй, и очень много верят этому. Удмуртский народ верит. Вот. Кайф. И мы возьмем про руку не дает. Я не слышал об этом, что он руку не дает. Отметил. Ну вот мы сейчас с Сашей обсуждали то, что Палесмурт, он двоякий. То есть с какими мыслями, с чем ты, да, с какой историей заходишь в этот же самый лес, с такой историей ты и выходишь. Видишь, то есть если брать классическую мифологию, то есть две половины. То есть ты либо встречаешь злую половину, либо добрую. То есть он никогда в целом виде не предстает перед человеком. Он, ну, то есть ты видишь половину, либо одну, либо другую. Ну, по крайней мере, то, что Очень я читал в Палесмуртах, да, то есть вот ты встретил добрую, она тебе помогла, как бы злую, она тебя убила. Ну, вот примерно так. Ну, я вот тоже читаю эти удмуртские мифы, да, мне вообще не возникает ощущение, что есть деление на злое и хорошее. Есть как бы другое, чужое и мое. Потому что есть мир Вожо, например, Нижний Ярус, да, это подводный мир в Умурты, это мир как бы умерших или каких-то параллельных людей Вожо. И там у них параллельно их свадьбы, параллельные ктоники, и все параллельно. То есть это какой-то мир-перевертыш. И как бы есть мир наш. Ну и как бы в других мифологиях, наверное, есть там тоже деление на верхний мир, нижний мир и человеческий мир. И, кстати, это деление, оно и в костюмах. Там та же Татьяна Москвина рассказывает, что там, ну, не знаю, верх платья отвечает за верхний мир, вот там, где все, что до груди. Серединка платья делится от груди до нижней оборки. Нижняя оборка – это мир умерших уже. Это все очень интересно, как бы если про костюм интересно тебе изучить отдельно, то мы тоже это все организуем. Да, давайте сейчас вот, да, это все очень круто, и мне особенно забавно, что мини-юбка можно бессмертие получить, если мини-юбку носить. Там же нет нижней части. По поводу Вожо мне хочется немножко добавить. У нас вот такое есть поверье, когда вот идут святки, прежде чем, допустим, выходить на колядки, выгоняют Вожо. По всем домам ходят, по баням, из деревни выгоняют, а потом уже вот эти колядки начинаются. Вожо – это переодетый удмурты, как бы, да? Чистую силу вообще выгоняют. Всю нечистую силу выгоняют. Прогоняют их, да, все понятно. Вот так райтрумы происходят. Есть такое. У нас после 12 нельзя ходить в баню, потому что все боятся Да, я читал про это. Так что вот. И обязательно, кто последний помылся в бане, у нас оставляют воду. Наливают просто чистую воду в тазик и говорят, ну теперь помойтесь сами. И уходят. Я вот хожу в баню после 12. Мы тоже. Так, про похороны, про похороны кто-нибудь что-нибудь расскажет? Мне интересное живое, прикольно. Ну, про похороны, наверное, обязательно к знакотокам нужно обратиться, потому что там очень много нюансов. Когда похоронили уже человека, возвращаются, и что-то, какие-то ритуалы, берут топор, окружают вокруг себя, ну, как бы,
линию какую-то, что ли, этим топором, сжигают солому там, какие-то слова. Это нужно вот конкретно к знающим обратиться. Давайте обратимся. Знаешь, я тебе расскажу историю. Она Давай. созвучна с русской традицией, с платками. Ну, у нас есть вот эта традиция повязывания платков на руку. В удмуртской культуре есть повязывание полотенца, которое защищает, ну, как бы от нечистой силы. Полотенце используют, ну, по крайней мере, использовали, я не знаю сейчас, насколько вообще традиция существует, то есть обрядовые жертвоприношения, которые связаны там с варкой каши, с тем, что там в лесу какие-то обряды совершаются, то есть во время этого обряда жрец, там туно, там кто проводит обряд, он повязывает себе полотенце на руку, и это полотенце, оно является оберегом, то есть потом ты им можешь воспользоваться. Звук пропал, ребят. Ну это Да. прием. Вот во время обрядов жрец повязывает на руку полотенце. Это Ну, то есть, да, полотенце, оно является оберегом, то есть ты потом им можешь пользоваться, да, оно оберегает. То есть ты можешь подарить это полотенце, повязать на руку человеку и таким образом оградить его от нечистой силы. И даже есть истории, что, да, что полотенце, например, повязывают, если человек там куда-то отправляется, ну, в общем, в лес, например. Если его надо уберечь от нападения дикого зверя. По поводу похорон я предлагаю нам на Очень круто. следующую встречу пригласить Николая Смолодора, который как раз он наш Давайте. удмуртский шаман. Нет? Думаешь? О, Почему? супер. Псевдошаманское. Окей, да, давай тогда ученого. Ученый тогда с тебя. О, давайте ученого и шамана позовем, посмотрим, как они сцепятся. Они сцепятся, И да. снимем кино сразу же здесь, в принципе. Даррель, я не Шаманов слышу. нету. Нужно говорить в микрофон. Вот Михайлов, он реально шаман, потому что нет удмуртов-шаманов, но зато он на свои псевдообряды может нацепить на голову какой-нибудь парик и делать вид, что он знахарь, да, или и жрец, и знахарь, все у него вместе. Поэтому от слова шаман лучше сразу отказаться, потому что это Какой возьмем? неправильно. Что употреблять? Ну, языческая вера и, соответственно, что мы имеем в виду, либо знахарь, как бы туно, пелё, ну, он же, как это, колдун, да? Да, Либо вот это. жрец, либо жрец. А жрец – это человек, который как бы, ну, официально, скажем, проводит моления. И Не, давай он колдун будет. все серьезно. Он будет колдун. Если так, то Юра он колдун. Лобанов художник. Юрий, привет. Ну, Нужно вот он говорить в тоже микрофон. шаман. Это спорный вопрос, но все-таки там больше как перформанс некий Театр, происходит. классика. Это не есть народная вера. Вот в Кузибаево, не знаю, туда только мужчин пускают, да? Там у них проводятся моления в деревне каждое лето или чаще. Есть несколько родов, 3 рода, по-моему. Вот Булда, например, род. И все люди из рода Булда собираются в своей родовой куале. Куала – это, ну, святилище, да? Где Почитал у Короленко. О, Куал, спасибо. да. Вот, и там женщины ждут на улице, мужчины действия проводят. А у закамских удмуртов, кстати говоря, у них прямо еще очень сильно эта традиция жива, поэтому как-нибудь надо съездить в Алтаево. Значит, мы решили, Вахитова что... можно вытащить. Что говоришь? Мы что решили насчет приезда? Когда хоть немножко снег сойдет, чтобы я увидел локации. Что когда чуть-чуть станет меньше снега, чтобы я сразу съездил на все локации и все их там зафоткали, засняли. Вот это. Не знаю, Потому что может, может на майские и поездим прям по окрестным деревням хотя бы, чтобы... Да. Вот Если сейчас приеду, просто все снегом занесет, придется ездить еще потом. Добавить про похороны. Я была на похоронах в деревне в Малопуругинском районе, была в Увинском районе. Я не знаю, есть такое у русских или нет. Вот когда уже приезжаешь на кладбище, и перед тем, как закопать гроб, самый близкий родственник, да, к умершему,
первый берет землю, и вот 3 раза вокруг проходят, то есть вокруг ямы уже трижды проходят и засыпает землей. И потом уже идут все остальные родственники, делают также вот 3 круга, каждый засыпает землей. И еще, я не знаю, несут гроб на плечах с полотенцами. Русские тоже так делают, да? Ну и когда дарят платки, носовой, да, платок, раздают детям, вот именно детям. Вот такой момент. Ну вот я отца хоронил, мы раздавали платки. Ну, типа, Всё я не так знал же, об этой традиции. символично, да. То есть, Саш, Ну, может, типа, добавить? просто нам сказали прям в этом ритуальном агентстве, типа, вот платочки раздайте. Я говорю, зачем? Они говорят, ну вот так положено. И мы раздавали платочки. Кстати, можно я сразу скажу, что очень классная идея про самого близкого родственника. Мне кажется, это крутой конфликт между 2 детьми будет и матерью. Кому бросать вот первый, там, этот, как тот 3 раза пройдет, тот, типа, их силу получит. Это очень круто. вот сейчас сказали Это обязательно войдет. про конфликт. Сразу у меня прям мурашки по коже, потому что со мной это тоже было, когда умерла моя мама, и у меня есть еще родной брат. И вот я прям вспомнила картину. Я вспомнила похороны, вспомнила, как мы шли вдвоем и делали это. Извините. Очень спасибо, это мы вставим. Привет, По можно я мнению чуть скажу? господина. Я новый человек здесь, меня зовут Саша. Саша, это очень круто, пожалуйста, ходи почаще. Ходи всегда, мы Влад очень позвал, рады. я пока вольный слушатель. Вот, про похороны хотел добавить, что Давай. это очень такая тема, когда уже смешалось все с православием, и Мгм. очень сложно отделить какие-то вещи, и вспоминая похороны своего отца, он похоронен в деревне, то там, Сочувствую. да, все очень было перемешано. И были их были полотенца, было отпевание. Но у старых людей, у них сохранились вот эти традиции. И вспоминая похороны бабушки, была ситуация, когда гроб упал, короче. Ну, блин, там на полотенцах он поехал просто, упал в эту могилу. Вот. И вот здесь начались очень интересные вещи, потому что старые люди, они стали шептать, проклинать, короче. Это была очень такая, ну, катарсис такой, напряженная очень ситуация. Вот. И кто-то стали петь. И песни, я, по-моему, там есть целые даже эти, как это, специальные тематические песни на похоронах. Там, насколько я знаю. Можно сразу вопрос, прости, пожалуйста. Они начали шептать и проклинать, потому что это плохое знамение. Да. Там даже крышка гроба открылась, и туда спускался чувак, который забивал эту крышку гроба. Вот, выглядело все жутко, вот, но, блин, все потом этот случай вспоминали, и когда что-то плохое случалось, все что вот бабка там с того света огорчена, что так все случилось, короче. Спасибо большое, это очень классная информация. А вот сразу к Саше вопрос. А вот ты мне музыку скидывал, какая из них похоронная? Там я затрудняюсь тебе сказать. Круто, а скинь похоронную, если найдешь, если будет. Слушай, ну я спрошу, да, я знаю, где. Если есть похоронные песни... Если она записана, если она есть, ну, там, у тех людей, которых я думаю, то да, может быть. Но я что-то... Круто, давай заморочимся, потому что если есть эти похоронные специализированные песни, будет вообще очень круто, если мы их включим и поставим, и будет здорово. Да, нет, ну по поводу ремиксов это, конечно, такая опасная тема. Потом проклинать точно будут и с того, и с этого света. Смотри, у нас есть человек, Коля Анисимов. Он тоже сейчас присоединялся. Нет, его сейчас здесь нет, он присоединялся и ушел. Жалко. Но он с ребятами ездит вот такие
как это называется правильно, студенческие, да, этноэкспедиции и записывает бабушек. И он как раз вот в этой всей мистической мифологии все как бы там погружен. Мы у него уточним, да, он сейчас как раз работу по этой теме защищал, и я у него запрошу эту информацию, добавим к нам в группу, так что Круто. это на мне. А я ничего не, я все нормально сделал, он ушел по своим делам, это ничего, я тут не Ну, мне оскорбил. кажется, да, надеюсь. Но я у него потом спрошу. Прости, пожалуйста, неудобно будет. Так, кому есть еще что добавить? Ну, мне тоже еще немножко хочется добавить, не знаю, понадобится или не понадобится. Есть Все понадобится. Да. Вообще не Есть такое стесняемся, все поверье. говорим. Когда покойнику делают гроб, и гроб оказался чуть больше, чем, допустим, человек, вот тоже плохое поверье, что уже начинает, ой, заберет ведь покойник еще кого-нибудь с собой. И еще, когда везут по деревне покойника, естественно, не все идут, наверное, провожать, но бывает, что там кто-то встречается. Для этого почему-то первому встречному дают моток ниток. Предназначение не знаю, для чего это, не знаю, но дают моток ниток. Надо вот... А можно вопрос? Да. Если покойнику гроб больше, чем он есть, то начинает шептаться, что у кого-то еще заберет. А что кладут туда, чтобы не забрал? Вот этого я не знаю. У кого-нибудь есть ответ на этот Очень вопрос? бывают озабоченные, что из этой семьи обязательно кто-то вот умрет. Потом точно начинается. Или уже своими мыслями привлекают. Но вот да, еще кто-то уходит из жизни из этой же семьи. Из этого же. Просто знаете, что жутко бы было? Я сейчас прям представил сцену, что положили там тоже тот же моток ниток, а потом этот моток ниток где-нибудь на столе оказался, а гроб закрытый. Жуткая фигня. Простите, пожалуйста. Очень классная история. Это точно будет. Я просто гарантирую вам, что эта история точно будет про большой гроб. И на нитки. Классно. Еще. Дайте больше фактуры. Вот прямо Дайте сейчас я Бог. с Колей списываюсь. Он сказал, что многое то, что мы здесь говорим, ему не нравится. Ну, потому что это, по его взгляду, не совпадает с реальностью. Но он второй раз только включился в тему. По поводу песен он сказал, что да, они такие есть похоронные. А что значит он имеет в виду Ну, вот я сейчас прошу его подключиться, чтобы нам более как-то подробно объяснить. Да, он смотрел трансляцию. Либо сейчас я с ним договорюсь, либо он к нам на следующей неделе присоединится. Ну вот, если мы больше про язычество, да, что-то такое более ушедшее, то я предлагаю как вариант не похороны взять, христианскую традицию, а языческий обряд, связанный с поминками, какой-то поминальный Йырпыт Шотон или какой-то обряд, в котором тоже связь с умершими. Ну, может быть, там она на похороны условно не успела приехать, но вот это ее гложет, да, на Йырпыт Шотон, на поминки уже приехала. Ну, не знаю, это мысли вслух. Йырпыт Шотон – это пожертвование такое. Там уже теленка режут, или там может быть лошадь, может быть корова, а потом вот эти вот голову даже отваривают. И есть специальные места, где потом развешивают все. Там находиться страшно. Да, кыркуян. Помнишь, я говорила тебе про лог какой-то куркуян, куда это все сливали? Когда вот эти Йырпыт Шотон, как раз поминки, где в жертву приносили животное, то есть, получается, останки. Животных. Вот это все туда, в куркуян потом. Классный сеттинг, да? Вот, это куркуян, это просто... Я на слух не буду это записывать, скинешь потом, как это называется, чтобы я не опечатался. Значит, насчет того, что это все не соответствует реальности. Есть такие всегда сомнения. Вот у меня был... Ну, то есть у меня не было конкретного опыта работы по мифологии, но я, например, работал по военной службе. И, когда, или по полиции. И когда, то есть ты, допустим, написал что-то, а потом приходит мент и говорит, вот он, вот так не бывает, а так не может быть. Вот, и это одно. А другое дело, когда он приходит, ты такой, у нас там в отделении такого не бывает. То есть смысл в чем? Кино – это свой язык. И если мы просто снимем, как оно есть, то это будет документалка.
Игровое кино – это некоторый язык передачи не столько информации, сколько эмоций. И поэтому, когда я что-то делаю, например, я что-то преувеличиваю или что-то придумываю, или прошу вас мне что-то подсказать, я в первую очередь думаю о том, какую эмоцию я передам. То есть, например, я понимаю, что многие вещи там в каких-нибудь сериалах типа «Рима» или там «Викинги», они, далеки от действительности. И сам, как историк по образованию, я могу сказать, что очень много фильмов, и практически все фильмы вообще без исключения, они грешат огромным количеством условностей. И даже я вот смотрел видео, я всегда считал, что «Апокалипто» Мэла Гибсона – это какое-то мега аутентичное кино, в котором прям все вот как надо. В итоге я послушал «Ученые против мифов», и там чувак разбирал этот фильм. Вов, вот как раз у нас сейчас Николай присоединился. Николай, привет. Да, здравствуйте. Коль, А можно я повторю, что я говорил? Да. Николай специально. Николай, я услышал, мне сказал Влад, что вы, то, что мы говорим тут, не соответствует действительности. И я говорил о том, что я, как сам историк по образованию, поднимаю, что фильмы, они часто грешат условностями и неточностями. Но, во-первых, мы здесь, для этого идет обсуждение, и для этого я всегда прошу помощи, критики, всегда прошу сказать, что я делаю неправильно, чтобы меня исправили, для того, чтобы это стало точнее. То есть это некий путь, это незаведомое, как в документалке, вот как есть. Это некоторый путь, который нужно пройти. Я предлагаю что-то, появляется опровержение, появляется, значит, это так не бывает, я это переделываю. То есть это совершенно нормальный процесс. И именно для меня важно сохранить дух, культуру, и для меня важно передать, как есть. Для меня это очень важно, и поэтому я все время прошу как можно больше участвовать, именно для того, чтобы мы все сделали, все было точно. И чтобы это было снято с уважением, любовью, вниманием к национальной культуре, которой мы занимаемся. Но есть нюанс, который я сразу хочу уточнить. Почему в какой-то момент может оказаться, что на что-то я сделаю не так, как нужно. Потому что игровое кино – это язык эмоций. Язык эмоций, сопереживания и язык понимания. Если я понимаю, что я не смогу по каким-то причинам объяснить зрителю какой-то сложный момент в истории или в мифологии, если я не смогу его объяснить в 2 словах и сказать, это вот это, где герои на бегу убегают медведя, друг дружку перекинутся фразами. Он говорит, переворачивай одежду. Зачем? Леший спасет. Если я не смогу любую, какую-то мысль, какое-то явление описать вот так, на таком уровне, то, скорее всего, я буду его упрощать. Вот. И поэтому я очень надеюсь, что если у нас есть неточности, и если мы что-то говорим не то, и это недалеко от реальности, я очень надеюсь, что вы меня поправите, и я смогу это исправить, чтобы это было то. Вот, все, вот теперь вот я сказал. Спасибо. Хорошо, понял. Но видите, я с начала до конца не участвовал в вашей беседе, дискуссии, поэтому я не все слышал. Но часть того, что я слышал про жрецов и шаманов, это, в принципе, не совсем точно. А расскажите, как нужно, как точно. В принципе, жречество, шаманства у удмуртов нету такого вообще понимания. И ученые вообще не пишут, что у удмуртов есть шаманы. Этого нет. Про жречество я скажу, что жречество до сих пор еще оно сохраняется, и живая традиция, она бытует. Она даже в годы советского атеизма, она скрытно проводилась. И нельзя сказать, что она полностью, традиция была утеряна, потеряна и восстановлена. Да, где-то она восстанавливалась, но где-то она продолжалась. Пускай они там проводили тайком, но все это проходило. Традиция, она никогда не прерывалась. Что касается колдунов и, сейчас мне даже сказал, Тунопеля, да? Да, там они тоже, Владыкина, например, удмуртская фольклорист у нас, она их подразделяет на несколько таких, скажем, рангов или групп. Это там Туно, Тунопельо, Пеляшкиш, Ведин и просто знающий человек. Вощащий. И Вощащий еще там есть. Вощащий, Бурышкиш по-разному называют. А что, в чем разница? Какая градация? По степени чего? Туно считается это почти как шаман, но это, в принципе, не шаман. К Туно обращались даже жрецы, например, когда выбирать жреца, кто будет жрецом, кто будет руководителем, так скажем, моления.
Он как прорицатель, как гадатель был такой некий, который там при помощи каких-то магических атрибутов, слов и действий там производил свои манипуляции какие-то. И называл имя, даже мог называть имя ребенка, который, например, человека, который был еще только что рожден. Вот, и при этом из них еще выделялись даже устотуно, которые были сверхсильные, такие выделялись своей силой. И, ну, в принципе, я в своих вот экспедициях много таких историй рассказывал тоже. Рассказывали мне, которые я вот фиксировал. Ну, в принципе, я готов с вами тоже сотрудничать. Я думаю, если нужна будет какая-то помощь или консультация, или какие-то истории. Не просто нужно, очень нужно. Очень нужно. Просто видите, если я точно не совсем понимаю, какого жанра фильм у вас будет. Если это будет, да, нет, там какими-то, как сказать, придуманными вещами, надуманными вещами, додуманными, или это все-таки сохранением каких-то этнических моментов, колоритов и культурных особенностей. Я хотел сделать этнические моменты, но с элементами мистики и с элементами фантастики. Но как бы полностью на удмуртском материале, да, не с таким, что автор сам додумал, что там дальше вот так, хотя у удмуртов это вообще не было. Мы изначально с Владом договорились, что мы снимаем фильм, чтобы поставить на карту точку удмуртская культура. И поэтому, если чего-то в удмуртской культуре нет, я это вычеркиваю. И мы это заменим чем-то другим. Да, ну, естественно, что там, скорее всего, будут какие-то жестокие убийства и, возможно, какие-нибудь странные таинственные сущности, которые будут вырывать людям кишки. Но поскольку в удмуртской культуре вырывать кишки козам и лошадям и коровам это нормально, то мы ставим. Это была шутка. Вот, то есть, да, я думаю, что давайте мы, вот сейчас вы к нам добавьте диалог, пожалуйста. Да, Туно было бы, да. Вот, господи, что классно, вы все такие классные, все прям пишете все. Значит, давайте разберемся с Туно тогда. Вот добавьте к нам, пожалуйста, скиньте мне просто материалы, на которых мне это можно посмотреть. Хорошо, вот. Я могу тоже пару своих, кстати, отправить, которые основаны на современном уже материале, на современных представлениях о колдунах и ведьмах в удмуртской деревне современной. Значит, я тогда скажу, как и ученый ученому, бывший ученый. Я по специализации был источниковедом. И у меня вот ощущение, то есть я бы сказал так, что мне было бы интересно, с одной стороны, как это сейчас, но я бы смотрел конец 19 века. Потому что для меня это более аутентично, вот то, что связано с мультанским делом, несмотря на то, что оно 100-летней давности, мне кажется, что сейчас на многие религиозные обряды наложилась вот эта вот совковость и наложилось православие. И мне как раз хотелось бы, чтобы что-то, то есть я понимаю, что это будет винегрет, и это будет не конкретно только современные представления, но я бы добавил еще в наши современные вот эти представления какую-то древность, которой сейчас нет, но могла бы быть. То есть, потому что мне кажется... Сохраняются же все равно еще вот эти старинные обычаи, какие-то рудименты до настоящего времени, они остаются. Они, может быть, и в скрытых, интимных моментах они есть, но они для публичности не открываются. Еще даже вот эти знахари, они просто так тебе материал просто не скажут. Ну вот было бы еще, знаете, что интересно, если бы была какая-нибудь, я понимаю, что это странно, но вот я бы сам послушал хотя бы просто на слух, мне было бы интересно, как эти старушки говорят, которых вы записываете. У вас есть какие-то записи, которые можно послушать? Есть, конечно. Я даже если не пойму ни слова, я не со всеми материалами могу делиться, потому что... Нет, всеми не надо. Я просто хочу услышать это. Я хочу это услышать на эмоции. Я хочу даже ничего понять, чтобы это было только удмуртская какая-то речь.
ритм. Вот я хочу это просто через себя пропустить, как на эмоциональном уровне. Если есть что-нибудь такое, там, может быть, я уверен, что это может быть Ну, сказка. у нас еще есть фильмы, например, с моления из Башкортостана, Удмурту, как вот моления происходят у них. Вы можете их тоже в интернете найти, посмотреть, как там Было люди бы классно, если бы общаются, как ритуал скинули, происходит. как наш, ну, как такой вот человек, который знает, просто скиньте мне это, чтобы я вот прям вот видел, вот это оно. Потому что я найду там, а оно кажется не оно. Вот, классно. Хорошо. Скиньте, пожалуйста, будет очень здорово. Спасибо огромное. Ну, и Давайте- сюжет, или как это, сценарий, я бы у вас тоже интересно посмотреть, о чем там. Значит, я записываю лекции каждую неделю, как я пишу. А потом... То есть еще процесс идет, да? Нет, сейчас мы обсуждаем только идею. В следующей понятно. неделе у меня будет, я буду работать над персонажем, над главной героиней. Ну, там я Владу скинул расписание. То есть сейчас пока что информацию, то есть эта работа еще получается на 1,5 месяца минимум. И я просто параллельно буду собирать информацию, и если вы выступите нашим таким помощником, консультантом, будет очень круто, потому что все, что вы скинете, я использую, так или иначе. И если есть возможность сделать это реалистичнее, правильнее, грамотнее с точки зрения науки и с точки зрения верований, то это ровно то, чего мы с Владом добиваемся. Мы хотим сделать, чтобы это было аутентично, а не просто Вова придумал, как на территорию, да, как вот мне Дарья скинула, насколько там много неточностей, кривизны. Ну, понятно все равно, что там после результата уже будут, там, скажем, противники этого, и кому это понравится, это нормально, мне кажется. Даже после вот фильма «Небесные жены луговых морей», я не знаю, вы смотрели это или нет? Нет. Я вам очень советую посмотреть, потому что они сделали как раз на всех марийских вот этих то же самое, что вы сейчас пытаетесь сделать, сделали на марийском материале. На Куми-Пермяцком вот сделали этот сериал «Территория». Ну, то есть поэтому мы просим как можно больше именно участвовать, чтобы... Вот я на всех этапах я абсолютно открыт, и можно просто говорить, тут не то, переделай, и мы переделаем. И потом, естественно, когда сценарий будет готов на вычетку, естественно, все отправим, еще переделаем 100 раз. Хорошо. Спасибо большое, очень классно. Да. Спасибо, Коль, спасибо тебе присоединяйтесь, все кидайте мне, все. Да, Коль, будем на связи, я тебе вопросы скину. Давай. Для материала. Так, переключаемся? Коль, да, можешь с нами оставаться дальше, либо потом я тебе отдельно скину уже всю лекцию. Да. И добавлю в группу. Пока. Спасибо. Ну вот так вот, видишь, как у нас все быстро меняется. Это хорошо, присоединяются люди. Нет, так это так и нужно. В смысле, просто осознайте, ребята, все, кто сейчас здесь сидит, что все, что вы скажете, будет использовано в фильме. Типа в настоящем фильме. Мы сейчас напишем, Вова сейчас это все напишет, и потом все, что вы сказали, будет использовано в фильме, будет увидеть на экране. То есть как только вы открыли рот, что-то сказали, Вова это все записал, потом Вова это все продумал, написал в сценарий, вы вписали в сценарий, перечитали, поправили, и фильм есть. Это все ваша работа. Я просто локомотив, такой ледокол, который показывает, как это все прорубаться, а потом вы сами сможете все это делать. Мы же индустрию строим, а не только один фильм снимаем. Мы же с тобой еще хотели проговорить, кто бы как его хотел убить, или мы откладываем на следующую неделю? Нет, я уже это окей, я просто ждал, что... кто-то готов? Просто мне не скинули ничего, мне только Саша что-то скинул. Мне кажется, все хотели, наверное, высказаться. О, да круто, давайте. Я не понял просто, я думал, что вы скинете текстом. Посмотрим, кто из нас психопат, да, маньяк. Давай, Лех, начинай. Круто. Ты думаешь, что я психопатный маньяк, да, самый главный? Поэтому красная рубашка, да, чтобы кровь не была видна? Да, это я. Ну, у меня мысль такая возникла, то есть две девушки, да, одна немножко не в себе, и она болеет суицидом, она хочет покончить жизнь суицидом, и вторую девушку, свою лучшую подругу, она сманивает к этому действию. Ну, вот что-то типа такого, чтобы связать и суицидность удмуртов, и немножко вот так вот это подтянуть. Ну вот единственная мысль, какая у меня возникла, честно говоря. Не знаю, насколько она правильная. Классно. Если тебе интересно в эту тему покопаться, есть классный фильм Софи Копполы «Девственница. Самоубийца». Спасибо. Можешь посмотреть, если интересно. Написал. Суицид.
Я же буквально накидала пару слов-то, как я вижу мистическое убийство. Ну, это такой трэш, но я как бы люблю трэш. В общем, парень приезжает в сельский клуб или как-то заманивает его туда, и он попадает в разгар концерта гармонистов. И все эти гармонисты какие-то душевно больные, либо у них, ну, синдром. То есть они все плохо играют, во-первых, все кривые, косые, страшные. В какой-то момент они решили его заманить в свой круг гармонистов, и вот они так тянут гармошки, и в какой-то момент начинают на него прямо находить, задавили его полностью. Вот, и они его либо запинали там. О, кстати, крутая тема. Крутые гармонисты круто танцуют ногами еще параллельно. И они, короче, играют и пинают его одновременно. И, в общем, так они его убили. Все. Спасибо. Да, добавь. Просто там, да, от гармошки, чтобы кровь из ушей уже шла там. Видишь, еще можно джинсу и к тонике сюда сразу же вставить. Так, в принципе, на дискотеках то же самое происходит. Я не знаю, как они выживают. А можно в гармонии, где у них кнопочки, сделать эти зубы человеческие? Крутяк. Да, но вот тоже по поводу, я не знаю, как это вмонтировать в удмуртский мир. Вот, в принципе, я рассуждал о том, что меня пугало, и это две вещи. Многие, наверное, смотрели, раньше был на DVD такой фильм «Лики страха». Помните? Не было такого? И там телекомпания «Вид», которая? Да, и там два эпизода, которые меня реально испугали. Там показаны убийства, то есть не из документальные, да, кадры, когда там человек сам себе в голову выстреливает. И два фрагмента, которые у меня остались, и я несу, наверное, с собой по жизни, которые меня пугают, действительно, это когда жарили свинью живую. Вот и ты реально, тебе страшно, и у тебя там все эмоции, тебе из-за нее, ты переживаешь, тебе жутко, ты этого не хочешь, то есть у тебя там все максимальные чувства обострены. Она визжит там, хрюкает, и, короче, и она потом покрывается корочкой, ну, короче, вот это дико. Я думаю, что вот это тоже можно как-то туда вмонтировать. И второе, что меня действительно испугало, это когда человека привязывают за руки, и машины разъезжаются в разные стороны. Я тоже классно, спасибо большое. Немножко добавлю, но все-таки, мне кажется, это мясо уже начинается. То есть я бы сделал больше страх какой-то не мясо, чтобы было, а вот именно психологический такой страх. Мне кажется, за последнее время, ну, то есть самая яркая картина, которая была связана с этническим ужасом, который к фильму ужасов относится, это «Солнцестояние». Ты его, наверное, смотрел, да? Если нет, вот то... мой следующий был. Я еще не посмотрел. Я обязательно посмотрю. Просто мне кажется, что там вот есть эта прелесть, то есть когда все это не пошло, это не буквальный трэш, это погружение в мир скандинавской культуры, которая где-то возродилась и существует, и некая этноэкспедиция, да, в которой начинают пропадать там люди, все начинается с жуткого самоубийства, и все это имеет под основу культурную, и страх, он такого культурного свойства, то есть это страшно, но при этом в этом есть какой-то свет, есть самобытность, и ты в это веришь, потому что да, так может происходить, наверное, причем, ну, конечно, это все вымысел, но фильм умудрился получить, по-моему, помимо главного приза фестиваля там ужасов, я забыл, как он называется, еще и в Санденсе награду. Ну, то есть как бы абсолютно полярная история, но вот я считаю, что это стоит всем участникам процесса, в принципе, посмотреть на эту картину. Слушай, ну «Прочь» вообще Оскара получил. Я понимаю, да, о чем-то. Ну, я имею в виду, что, видишь, там просто повествование строится на скандинавских этнических традициях, то есть именно в фильме «Солнцестояние». То есть это ритуальная обрядовая история. Да, вот Влад мне тоже его советовал, он тоже прям сказал, вот это в первую очередь. Ну да, я согласен, что это так. Да, но я просто решил в первую очередь начать с русских, чтобы понять возможности, ну, понять, с чем сравнивать. Потому что в любом случае западное смотришь, ты понимаешь, что так же не сделаем. То есть слушай, нет, там как раз вот в чем прелесть, это делали шведы, делали в определенной локации, то есть, ну там, знаешь, там такая деревенька, в общем. А как он по-английски называется?
Я просто не смотрю на переводы. Слушай, Как? я не помню, сейчас я посмотрю, тебе скину. Я загуглю, ага. То Ну есть- вот, скинь, пожалуйста, диалог, ага. Все, класс. Ну, в общем, да, я не помню, чтобы не врать, не буду лучше говорить. Просто окей. это, ну, то есть это одна локация, это абсолютно осуществимо. То есть там поле и домики, все, там больше ничего нет. То есть, мне кажется, как раз наоборот, этот пример, ну, даже вот у меня было обсуждение, тут есть такой Миннац, руководитель его Ларис Буранова, и когда-то там года 2 назад предлагал не тратьте деньги на всякую тусню, пригласите крутого режиссера и снимите здесь кино, которое привлечет внимание. Вуди Аллена попросите сценарий написать, там, не знаю, вместо «Дня пельмени». Ну вот солнцестояние как раз фигурировало в этой беседе, потому что, мне кажется, это очень реально сделать здесь. Хорошо, давайте. Вообще супер. Влад, ты То как есть относишься? идея так и не нашла это, дальнейшая реализация. Ну, понятно, мы это сделаем. А Вов. ты смотрел это, Влад? Ты Нет, смотрел этот фильм? нет, еще не А вот смотрел. я тоже нет. Вот, видимо, нам Посмотрим. нужно посмотреть. Давай, посмотри, скажи нам, мы в ту сторону двигаемся. Окей, ребят, кто еще хочет? Саш, Но я вспоминаю идеи из своего детства, из рассказов бабушек, дедушек в плане убийств. Просто по бабушкиной линии точно была история, что были язычники, там конец 19 века, и будто бы все думали, что вот это вот проклятие родовое, оно шло на мужскую линию, и суть в том, что трое братьев у бабушки, они погибли под поездом. То есть в деревне не было моста, и все проходили под поездами. Они просто напивались там, засыпали, и, ну, все, суицид. Вот. И все говорили, ага, вот это вот язычники, вот все там проклятие идет, вот это все, короче. Вот. Потом следующая история, что... Бабушку не Анна Каренина звали? Она ж жива осталась. Вот. Тут, да, на братьев все передалось. Вот. И были случаи, когда от рака люди умирали буквально за месяц. То есть живы-здоровы, раз, болезнь, и вот просто месяц все, человека нет. Вот. Ну вот пока все. То есть то, что Очень круто, спасибо. с язычеством, да, с каким-то проклятием. Мне про поезд понравилась, страшная фигня. Круто. поезд в принципе фигурирует частенько, потому что даже вот моей мамы, Царство Небесное, их 7, почему-то 7 всегда фигурирует не только в удмуртском мире, но и в русском мире. Она самая младшая, и у нее почему-то какие-то там тоже кажется, какие-то у нее там есть причуды или какие-нибудь там есть, не знаю, силы. Так вот, половина из них там, не знаю, там, ну, в деревне у них Слюга — это станция. Также почему-то место — это именно вот это, как это, железная дорога. Почему-то там они всегда заканчивают жизнь. Почему-то на ней засыпают. Красиво. Да, и жест болезненного. Ну вот, говорю, потому что в маленьких деревнях это как культурное место, где надо собраться и покончить жизнь самоубийством. Вот железная дорога. И это частая история. Круто. Так, у меня тоже в голове родилась идея убийства. Если поддерживать тему родового проклятия, когда в семье умирает мужчина за мужчиной, и женщина, у которой старший сын помощник в семье, умер, и она в неком таком, ну, в отчаянии находится, да, и запивает это там, не знаю, алкоголем. И мужчины деревенские, просто воспользовавшись ситуацией, что женщина в таком состоянии, какие-то, не знаю, там деревенские мужики тоже непонятно какие, просто женщину изнасиловали. Они ее изнасиловали, она просто, не знаю, в ужасном состоянии, готова покончить жизнь самоубийством. Об этом уже как бы все в деревне знают, что ее изнасиловали. И она, еще не покончив жизнь самоубийством, говорит им, что чтобы я не обратилась в полицию,
ну там, принесите мне такую-то сумму денег, сдайте там вот свою скотину, и вижу прям такую картину, как, ну, какой-то мужик просто, он понимает, что ему нужно заколоть там, не знаю, корову свою или быка, чтобы сдать, выручить с этого деньги и отдать вот этой женщине. И картина, как он убивает свою корову или быка, а женщина в это время уже готовится где-то там в сенках повеситься, готовит себе, ну, в общем, все соорудила для того, чтобы уже покончить жизнь самоубийством. И показывается, как вот какой-то мужик, который забивает корову, а она на шаг от смерти, чтобы покончить жизнь самоубийством. Вот какая-то такая картинка нарисовалась в голове. Супер. А вы режиссер какой-то или вроде того? Я просто думаю, просто так думаю. У вас классное мышление режиссерское. Спасибо, спасибо. Посмотрите фильм, который называется «Апокалипсис Now», «Апокалипсис сегодня». Классно. Посмотрю. Прям вот, нет, я серьезно говорю, я вот кому что советую, просто типа, там есть что-то такое, может быть, интересно вам будет. Что какие-то люди уже это сделали, и классно можно посмотреть. Вот. Хочу рассказать про соседку свою, которая решила повеситься. Это на самом деле. Но я еще тогда маленькая была, ну, школьницей была. Она была пьющей женщиной, и как-то и дети ее не любили, и в деревне не очень. Пришла к нам домой, и давай рассказывать моей маме, а у меня, конечно, уши слышат все. Решила, говорит, повеситься. Ну, я, говорит, повисла. Повисла и, говорит, вишу, и, говорит, и слезть не смогу, уже не могу. Долго, говорит, села, и как-то вот, не знаю, жизни, не знаю, дала еще, что ли, шанс ей. Она не погибла, но повисела, и как-то, говорит, и за угол, говорит, уже не могу схватиться. В хлев она пошла. Ну, короче, может понадобиться, может нет. Понадобится. У нас тема суицида очень удмуртская. Мы тут все... Но это тема про два мира. Я еще не в этом, я уже не в этом, но еще не в том. Как раз про половинчатость мне очень понравилось. Это интересно. А как она спаслась-то в итоге? Как она спаслась? Веревка не выдержала. Соседи пришли. Как-то, говорит, мне, говорит, все-таки удалось зацепиться за какое-то бревно. Ну, не знаю, веревка у нее вот как-то вот так застряла. Ну, говорит, надо же, мне, говорит, видимо, не суждено уже, говорит, я думаю. Руки, говорит, трясутся, все, не могу в себя прийти. Ну, как-то вот удалось. А после этого случая у нее жизнь изменилась? Или она также стала продолжать? Ну, я скажу, что она, да, меньше стала выпивать, стала помогать сыну, там, с детьми она начала водиться. Вот. Было такое. Ну вот, ребят, применяйте, если в жизни что-то идет не так. И вот когда, на самом деле, когда, видимо, к ней вот это вот уже смерть подходила, мы в 3 километрах от села живем, она там ухаживала за внуками своими, она пришла домой в деревню, и мою маму попросила затопить ей дом, потому что зима, холодно. И она говорит, ну, мама говорит, ну чего уж, переночуй у нас. Она говорит, нет, я чувствую, что я умру. Мама ей затопила дом, все, она ушла. И вот утром ее уже вот не было уже. Она почувствовала смерть, пришла домой умирать в свой дом. Вот это же женщина, которая вешает. А мне знаете, что еще интересно показалось? Простите, что перебил. Я подумал, что если бы героиня повесилась, она бы потом эту веревку себе на руке, как платок, носила, как оберег. Да, пожалуйста. Это было бы по-удмуртски? Не знаю, может быть, она прятала бы где-нибудь, чтоб люди не видели. А можно на платке повеситься? На удмуртском национальном платке можно повеситься? Ну, Или это не думаю, получится? что можно. Люди, если захотели уйти из жизни, они хоть на чем могут повеситься. Так что все возможно. Отлично. Отличный комментарий.
Хорошо, спасибо. У кого Жизнеутверждающий. еще жутики есть? Так, ребят, у кого еще есть жуть какая? Можете рассказать? Или все, или расходимся? Давай, рассказывай. Меня зовут Лия. Я еще ничего не Привет. говорила, потому что я очень Я тебя переживаю. не волнуюсь. вижу. Мне проще написать и отправить. Пиши, давай, пиши мне в ВК, вот найди меня, там меня можно найти. Да, мы уже с тобой списывались. История моего дяди. Значит, когда он был маленьким, еще в школе, пастушил. Удмурт, коренной удмурт, очень стеснительный. К нему приехали его, значит, одноклассники. И просто по приколу привязали его к лошади. И, то есть, ударили плетью, да, получается, по лошади. Лошадь протаскала его по полю, и так он скончался. О, Господи. Это не смешно. Вот, и у бабушки тоже, то есть у его мамы, они как раз, мои мамы были где-то то ли по грибы ходили, то ли за ягодами. Она говорит, надо вернуться. Ну вот, сердце не на месте, они приезжают, и он уже вот так. Чисто из-за того, что он был стеснительный, наверное, не смог за себя постоять. Конец. Ужас. Я под впечатлением. Хорошо, что я не в Удмуртии родился. Эти парни, они уже взрослые мужчины, ходят, то есть бабушка отказалась писать на них заявление, хотя все знают, кто это маленькая деревня, отказалась писать заявление, то есть и сейчас они проходят мимо, там здороваются с моей мамой, так все знают. По-моему, страшно, что они заявление не написали. Это вообще отдельная история. Прям драма. Так, ну что, я думаю, что все высказались. Спасибо огромное. Ребята, вы потрясающие. Я просто каждую неделю, я такой с волнением думаю, блин, вот я сейчас буду говорить, вот хорошо бы, чтобы как-то это все было круто. И вы начинаете мне рассказывать какие-то фантастические истории. Про лошадей, про повешение, просто супер. Про гармонь, про машины. Просто я в таком восторге. Саша прислал мне огромный целый рассказ. Там сюжет, там, значит, медведи, там машина, там чего только просто нет. Вы просто фантастические люди. Мне вообще никогда я не получал такого удовольствия от работы, как когда я каждое воскресенье, вечером иду, чтобы с вами работать, чтобы все это записать, потому что каждый раз я говорю, вот Коля просто офигенский чувак со своими, вот я сейчас тебе расскажу, как надо. Это прям очень круто. И я в таком восторге от этого проекта, просто непереходящим. Меня кто не спросит, я всем говорю, ребята, у меня проект мечты. У меня проект мечты, у меня люди мечты. Я так счастлив с вами иметь дело. Я надеюсь, что мы сейчас, прям пойдем дальше, и я ускорюсь специально, чтобы вам не скучно было. Вот, и уже будем сценарий писать. Но просто это фантастика. Я очень жду от вас новых историй, и теперь наша задача на следующее задание – это написать похоронную историю. Жуткую написали, пишем похоронную. Чего на похоронах? Вот вы уже мне сегодня рассказали, я кое-что записал. Вот, будем сейчас разбираться с этим. Вот. Вы уже все рассказали. Похоронную историю. Что конкретно ты хочешь услышать от каждого? Я хочу традиций. Я хочу больше аутентичности. Я хочу жутко это классно, но я бы хотел, мне самый близкий родственник, супер, такое вот. То есть мне от вас нужна сейчас, пока мы еще не перешли к сценарию, мне нужна фактура. То есть мне нужно что-то, с чем работать. Вот классно мне Влад скинул 590 жутких мест в Удмуртии. Вот, мне бы хотелось... Сколько нашел, столько скинул. Да. Я просто все их прошел, знаю. Классно. Там прям какое-то такое серьезное исследование, прям мистические силы здесь были на 90% меньше, чем в том. Но я все равно почувствовал это. То есть там такой чувак, он прям замороченный на эту тему. Вот он там все объездил, знает, классный. Вот, и просто я вообще сейчас, я хотел дать задачу про похороны, вы мне уже наговорили про похороны. Вот, так что давайте вот что. Давайте задание будет такое на следующее воскресенье. Рассказать дяде Вове из телевизора про самого колоритного удмурта, которого вы встречали, удмуртского удмурта. Вот такая будет задача. То есть рассказать, что за человек, чем он занимается, и, какой он.
Вот такая вот задача. Удмурт, коренной удмурт. Кто он такой? Какого? Но с одним условием. Это должен быть чувак, которого вы реально встречали, а не которого вы выдумали. Вот такое будет задание на следующую неделю. Потому что у нас на этой неделе будет работа над главным персонажем, а вот на следующем будем придумывать вот эти все жуткие эти убийства. И кого будем убивать. Вот. Все, я все сказал. Спасибо. Нам также приятно с тобой работать. Мне рад, что ты заряжаешь людей, мы заряжаем тебя, и у нас такая синергия такая прям мощная. Мы сделаем крутой проект. Да, и 100%. И то есть для меня как бы важно еще что, Влад, что именно что наша задача это не только снять этот фильм. Наша задача это сделать так, чтобы индустрия, чтобы вы собрались вокруг вот этого проекта и могли бы дальше двигаться уже, допустим, без моего вот этого вот Вова знает как. Я хочу, чтобы вы знали как. То есть, типа, я очень активно делюсь своими знаниями, вообще легко. Типа, просто пишите мне, я всем поделюсь. И я просто буду делать лекции вот эти вот, и прям вот как это делается. И чтобы вы могли это сделать сами, вот я хочу снять про тетю, дядю, и прям вот садились и снимали. Вот такая тема, у нас такая задача.